Все самое важное и интересное за эту неделю. Задавил коллегу. Машинист гусеничного трубоукладчика не заметил слесаря. Не любовь, а договор. Суд доказал фиктивность брака сирийца и ерикжанки. Глава открыл. В Ухте презентовали новую лабораторию кислородную станцию. Работа продолжается. В Ухте меняют уличное освещение. И, несмотря на сложности эпидобстановки, ухтинские школьники написали олимпиаду по МХК. Подробности прямо сейчас. В производстве Ухтинского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших смерть человека». Инцидент произошел еще в декабре в районе Тобыся на работах по ремонту газопровода. По данным следствия, 60-летний житель Вологодской области, работавший машинистом трубоукладчика, не заметил находившегося рядом слесаря и задавил гусеничной техникой весом порядка 40 тонн своего 45-летнего коллегу. Машинист трубоукладчика в целях прогрева масла после того, как техника на выходных простаивала, совершал движение взад-вперед в границах 20 метров для прогрева трансмиссионного масла. В какой момент он непосредственно сам наехал, машинист не видел. Это было начало рабочей смены, соответственно, технику прогревали, готовили к работе. Слесарь по монтажу трубопроводов осматривал рабочий участок, и, со слов очевидцев, в данный момент еще были сумерки. Из-за специфики конструкции трубоукладчика, которым управляет машинист, в кабине есть так называемые слепые зоны. При недостаточном внимании идущего близко человека попросту не видно. Следователи полагают, техника проехала по пострадавшему в 2 направлениях. Также известно, что в момент наезда на коллегу опытный машинист, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся, был в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт был доказан взятыми пробами, его не отрицает сам фигурант, так что теперь проводится и процессуальная проверка в отношении лиц, допустивших либо своевременно не отстранивших сотрудника от работ. Прокуратура Ухты проверила действительность брака жительницы поселка Ярига и ее мужа, уроженца Сирии, проживавшего ранее в Кувейте. Мужчина приехал в Ухту в июле минувшего года и буквально через месяц заключил брак с местной жительницей. Познакомил пару другой гражданин Сирии в одном из общежитий города. Союз гражданка России дал право иностранцу подать заявление на получение разрешения на временное проживание в нашей стране. Основание на получение этого документа стал проверять отдел по вопросам миграции. Тут-то и появились вопросы. Мужчина, ранее никогда в Россию не приезжавший, не только заключил брак с ранее судимой многодетной матерью, но и заявил об установлении отцовства по отношению к 2-летнему ребенку своей новоиспеченной супруги. Прокуратура Ухты обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным и требованием аннулировать запись об установлении отцовства. Стало известно, мужчина планировал вывести ребенка на свою родину, что и вызвало опасения у прокурора. Фактически с ней не проживал, учитывая, что рассматривался в суде дело, создавал видимость, что приезжал туда, да, по месту жительства супруги. Значит, один раз там ходил в школу, один раз ходил в садик. Мы установили, что на самом деле супруги вели личную жизнь вообще с другими партнерами. Да, и их брак был действительно сделкой 2 лиц. Так, в квартире жительницы Яриги не было личных вещей благоверного. Сама семья, в которой 2 несовершеннолетних детей и старшая дочь ответчицы со своим малолетним ребенком, является малообеспеченной. Содержала всех мама, которая, к тому же, по словам правоохранителей, злоупотребляет алкоголем, но помог ячейке общества новый муж главы семейства. Бизнесмен из Кувейта не только переводил средства, но и давал деньги лично жене, а также оплатил ремонт и покупку бытовой техники. Спустя полгода этого брака семья все еще
еще общаются через Google переводчик, языков друг друга они не знают, так что суд постановил брак признать фиктивным и лишить сирийца разрешения на временное проживание в России. Но сам ответчик заявил, что вердикт обжалует. В Ухте зарегистрирован его брат, также оформивший брак с местной жительницей ранее, а также престарелая мать, уже получившая вид на жительство. Причины приезда сирийца в Ухту сам мужчина так и не объяснил. В Кувейте у него осталась семья, несколько детей, а также строительная фирма. В Ухте с рабочим визитом побывал глава Коми. Владимир Уйба принял участие в церемонии запуска кислородной станции в Ухтинской городской больнице и открытия очередной ПЦР-лаборатории. Последний объект еще пока не начал функционировать. В течение недели будет получено санэпидзаключение, уже после лицензии. Средняя мощность лаборатории 500 тестов в день, максимальный объем 2000 в сутки. А вот кислородная станция уже подает кислород во все отделения больницы. Очень важно и тот, и другой объект, кислородная станция и лаборатория ПЦР, и это не только связано с ковидом, потому что на самом деле это высокие технологии получения кислорода и производства полимеразно-цепной реакции. Это нужно всегда при высокой степени и уровня медицинского учреждения. Особенно это касается Ухты. Напомним, в городскую больницу госпитализируют пациентов не только из нашего муниципалитета, но еще нескольких районов, включая довольно отдаленные Усть-Цилимский и Ижемский. Кислородную станцию, к слову, ввели в сжатые сроки. За 3 месяца она оснащена 2 линиями. Мощность каждой составляет 500 литров в минуту. В Ухте продолжается плановая замена уличного освещения. Город начали избавлять от неэкологичных ртутных ламп еще 3 года назад. В прошлом году справились с центральными улицами. Сейчас перешли на менее популярные у пешеходов районы. 3 февраля работы проводились на участке Интернациональной от заправки до учебного центра газовиков, в простонародье ЦОКа. За несколько часов заменили 12 светильников. Причин замены старой системы освещения на новую несколько. Ну, во-первых, уходим от ртутных ламп, которые, вредные, так скажем так, и в целях экономии. То есть новые светодиодные светильники потребляют более чем в 2 раза меньше электроэнергии. Ртутные лампы мы утилизируем в специализированной организации, есть у нас заключен договор. Помимо этого, новые светодиодные лампы имеют гораздо больший срок эксплуатации, нежели ртутные, соответственно, менять их придется реже. Да и эстетически они выигрывают. От больших металлических плафонов тоже избавляются. Всего же за этот год Горзеленхоз планирует заменить 1300 светильников. В перечень работ входят несколько улиц в Старом городе, а также район 30 лет октября, Бушуева, часть проезда Дружбы. Продолжится и работа на Урмезе, Водном, Дальнем, Яриге, поселках Кэмдин и Боровой. В Ухтинском лицее прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по МХК. Он стал одним из череды мероприятий, организованных для одаренных ребят. Часть предметных олимпиад уже прошла проверки знаний по искусству, предшествовала олимпиада по астрономии. В Коми олимпиады проходят синхронно в разных районах. Так, в состязании по мировой художественной культуре приняло участие более 30 ребят из 11 муниципалитетов. Но некоторые сложности внесла эпидситуация. Так, не все ухтинские школьники смогли пройти задание. Наши дети принимают участие в количестве 9 человек в 3 параллелях. Это 9, 10, 11 классы. К сожалению, сегодня не приняло участие 3 детей в связи с карантином, что нас очень огорчает, потому что Ухта всегда держит хороший уровень представления на республике. В прошлом году одной из победительниц регионального этапа стала ученица лицея номер 1 Полина Коваленко. Надеемся, в этом году ухтинцы тоже блеснут знаниями по искусству и представят Коми на всероссийском этапе. Также Управление образования Ухты опубликовало результаты более ранних предметных олимпиад. Среди них 3 победы по ОБЖ, 1 первое место по химии и еще 1 по информатике.